друзья, 10 лет нас ведет всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов в добрую дорогу», который исчисляется счастливыми годами, десятками тысяч улыбок наших детей. Да, в нашу Якутию вновь пришла гуманитарная акция «Дорогую добра». Вот уже 4 года мы, добровольцы, комсомольцы, идем к детям с большими подарками для их семей. Уже вошло в традицию проводить эту добрую акцию от земли талантов в стенах культурных центров нашей столицы. И сегодня нас встречает исторический парк «Россия. Моя история». Своими яркими, красочными выставками она завораживает. Давайте заглянем в вехи нашей истории вместе. Это не просто акция и не просто конкурс. Это большая семья, целая страна, которая собирается каждый год, чтобы доказать незыблемые законы добра и созидания. Воспитывая в детях любовь к нашей истории, с патриотической ноткой в воспитании уже не одного поколения детишек нашей республики. Поскольку вы в историческом парке, предлагаю пройти на экскурс. Прошу за мной. На самом деле отличий мало, но они есть. Давай. Да, это тоже имело место, но главное тут это вот этот вот регион. Слышали ли вы про такой регион Водоипом? Потому что кто-то слышал, кто-то нет, большинство не слышали, потому что это в данный момент регион Иркутской области. Во времена имперской России, то есть пока существовала Российская империя, то есть до 1917 года, непосредственно Якутия, большая часть времени, входила в состав Иркутской губернии. И поэтому столица Иркутской губернии была совсем не в Якутске, а в Иркутске, то есть значительно южнее. Как думаете, какого года эта карта? Какого века эта карта, как вы думаете? Есть идея? Давайте, наугад. Какой век? Угадывай. 20-й и с первого раза угадали. На самом деле, да. Это здоровье и образование. Вот в царские времена со здоровьем и образованием тут обстояли дела достаточно печально. Ну вот смотрите, на всю Якутию в 1904 году приходилось 12 врачей. Много или мало? Да, конечно, мало. Или же, например, на всю Якутию в 1907 году приходилось 173 школы. 173 школы на всю Якутскую область. Много или мало? Вот тут уже пошли разные мнения. Кто-то сказал много, кто-то сказал мало. А что, если я скажу, что большая часть из этих школ были церковно-приходские? Слышали о таких? Кто-то да, кто-то нет. Вот Якутск в 21-м, 22-м Якутск окончательно становится разным. А теперь такой вопрос. Столетие чего вы праздновали в прошлом году? Кто вспомнит? Что там было? Совершенно верно. Столетие Якутской автономной Советской Социалистической Республики. То есть, смотрите, когда была империя, Якутия была всего лишь областью, то есть частью Российской империи. Но после того, как завершилась революция, народ Якутии решил, что нам нужно больше прав. И, грубо говоря, благодаря таким людям, как Каюмский, Баранов, Амосов, создали Якутскую автономную Советскую Социалистическую Республику. Что значит слово автономия? Независимость. Но независимость, конечно, в определенной степени. Для начала, что давала автономия Якутии? Смотрите, начнем именно с языка. Язык становился, якутский язык становился на уровне государственных. Теперь на нем можно разговаривать на официальном уровне. Ему можно учиться в школах, на нем можно учить в школах, опять же, вести официальную документацию. Ну и в принципе, и много прочих прекрасных вещей. Кстати говоря, насчет трибуны, посмотрите на нее. Именно с такой трибуны выступал Платон Алексеевич Аюмский в июльской группе Волосов. Как вы видите, конструкция не но тем не менее со своей задачей она справляется. Итак,
нужен? Есть идеи? Он был нужен для, прошу прощения, для геологической разведки, то есть для поиска полезных ископаемых. Когда сюда приходят 20-е, 30-е советские власти, начинаются массовые геологические разведки, ищут много полезных ископаемых и находят. Очень много нашли угля. Теперь вопрос, зачем Якутии большое количество? Вопрос вам, а как уехать на железной дороге из Якутии? Куда нужно перебраться? Совершенно верно. Переплыть на ту сторону реки и сесть на поезд. После чего перед нами открывается вся Россия. Как вы знаете, пассажирской эта дорога, точнее пассажирские рейсы стали совершаться совсем недавно. Но и тем не менее они в принципе связали нас с остальной Россией. А здесь вы можете видеть проект моста через Тверь. Он должен составить более 3 километров в длину, а верхних должны составить около 10 километров, а проложен он должен быть недалеко от местечка под названием. Дети, ну как вам понравилась экскурсия? Да! Молодцы, я рад за вас, мне тоже. Мне бы хотелось перед самым важным нашим мероприятием наградить и вручить ваших преподавателей. Те, кто приехали, они занимаются у нас уже давно и творчеством, и организацией различных мероприятий, есть вот экскурсий, танцев, выступлений, всего-всего. Они у вас самые лучшие, и сегодня в первую очередь хотелось бы, конечно, наградить их. Вы согласны? Да! В первую очередь хотелось бы наградить нашего самого старшего преподавателя и наградить удостоверением Центрального комитета и юбилейной медалью 100 лет Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина Иванову Зинаиду Семеновну. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие детского и юношеского творчества Республики Саха-Якутия благодарственным письмом от депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации награждается Черникова Галина Иннокентьевна. От депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации за многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие детского и юношеского творчества Республики Саха-Якутия награждается Татарченко Юлия Владимировна. Добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие детского и юношеского творчества Республики Саха-Якутия благодарственным письмом от Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации награждается Котикова Надежда Геннадьевна. Дорогие дети, у нас в этом году 10 лет нашему всероссийскому конкурсу, в рамках которого проходит большая акция «Дорогу у добра». Во всей нашей большой семье дети получают от этого конкурса подарки, помощь в семье в это, порой нелегкое для нас время. Вот. Преподаватели, родители и каждого из вас вот на таком листочке, который будет в каждом пакетике. Это листочек объявления о старте всероссийского конкурса в этом году. Этот конкурс в этом году посвящен десятилетию, небольшому нашему юбилею. Там множество тем, в которых мы будем участвовать. Ну а победители, как всегда, у нас поедут в город Москву, в президентский дом отдыха сидей. Этот конкурс у нас полностью бесплатный, мы вас всех ждем. А сейчас я хочу сказать, каждый по очереди подходит ко мне, мы будем вручать гуманитарную помощь. Становитесь для общей фотографии, сделаем потом общую фотографию.
в акции «Дорогою добра» от «Земли талантов». Наши дети из многодетных семей получили гуманитарную помощь, и для них была проведена экскурсия. Дети довольны, руководители тоже. Большое спасибо за такую акцию.